чеченской проблеме и вообще к России, она нам очень симпатична, она нам понятна. И мы еще раз благодарим вас и Украину. Сегодня 1 числа будет конференция в Киеве, посвященная 3-й годовщине признания Чеченской республики Ичкерия оккупированной, временно Россией оккупированной. Это практически факт признания. Resolution. We have resolution. Здесь в областной раде сегодня была принята резолюция, которые обратились в Верховную Раду с тем, чтобы они сделали следующий шаг. Признать Государственный комитет деоккупации руководящим органом национально-освободительного движения. И вот наш приезд с нашим дорогим братом Рифатом мы вчера обсуждали, как раз я ехал сюда, он говорит, давай заодно, тогда может быть это расстояние большое. Я говорю, конечно, если удастся, это для меня будет большая честь, большая радость. И, к счастью, нам удалось с вами увидеться. Но я уверен, что в дальнейшем мы будем взаимодействовать, сотрудничать. У нас есть кое-какие предложения для вас. Это сейчас в Полтаве, Кременчуке, и сейчас готовится в Киеве открытие в двух городах открыты мемориальные стенды на улице Джохара Дудаева. А в Киеве будет установлен такой скверик имени Джохара Дудаева. И, конечно, если мы поговорим, у нас есть хороший проект этого стенда, вот на улице Джохара Дудаева установить вот эту мемориальную плиту памяти Джохара Дудаева. Может быть, мы это могли бы сделать 20-21 апреля. Это годовщина гибели Джохара Дудаева. Если мы заранее договоримся, мне кажется, это было бы очень значимое событие и для для чеченского народа, и, конечно, для Западной Украины, для которого Джохар Дудаев является символом свободы. Его изречение, когда зайдет солнце Украины, Россия перестанет существовать как империя. Ну, в принципе, мы ожидаем это. Thank you again. It is true. My main idea, we must divide Russia to 20 independent countries. It's my main idea. Thanks a lot. We know that. We know it's the first town when we'll memorize Джохар Дудаев's memory and open this. Вы знаете, что у нас очень много бойцов, которые находятся в Украине. Вот Абдул-Хаким, он командует нашими вооруженными силами, объединенными силами, полковник Абдул-Хаким. Легион, и в то же время по договоренности с руководством Минобороны мы имеем наше Министерство обороны здесь, которое функционирует в Киеве на постоянной основе. И они имеют такое двойное подчинение. С Джохаром Дудаевым работали вместе. Вице-премьер, министр иностранных дел при Аслане Масхадове, я непосредственно с Дудаевым, помощником президента, главой одной из районов и так далее. What situation in different regions? But Kalmykia, Удмуртия, Татарстан. Да, это пороховая бочка. Они готовы для того, чтобы создать очень большую проблему России и русским. И только нарушив вот эту политическую стабильность, которая якобы кажется, вот дестабилизировав ситуацию политически, вот таким образом можно ослабить Россию. И мое глубокое убеждение, что эта война должна закончиться только победой одной из сторон. Другого варианта нету. Или Россия должна победить и ликвидировать Украину, или Украина должна победить, тем самым разрушив империю. Yes. И мне кажется, все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы Украина победила. И это делает сегодня, к счастью, Европейский Союз осознал, насколько реально угрожает Россия для Европы, не только для Украины. Пока нас убивали, они молчали. Ну, чеченцы там 15-16 квадратных километров, 1 миллион населения, не убыдится, зато 20 миллионов территорий и огромные ресурсы, 30%. How many Chechens? Citizens Russia killed? 300,000. Yeah. 300,000 civilians and 42,000 of them children. I just take some books. We gave them. Anyway, I will send it to you. I will give it to you. It's very important information.
Да, 42 тысячи. Это по признанию даже самих оккупационных структур власти в Чечне. Поэтому то, что мы пережили, это никому не... 30% населения было убито вот за эти две войны. 30%. А вообще в истории у нас как сказывается? В Кавказскую войну чеченцев было убито 60%. Это установленный факт. В Кавказскую войну за 60%. И сегодня, конечно, наше взаимодействие – это спасение и Украины, и нас самих. И мы должны сделать так, чтобы Украина победила в этой войне. Мужского населения более 70% в Первую Кавказскую войну. Мужского населения. If we check information about last century, about Ukrainian nationality, we have a very similar situation. Yeah, I know that. Yeah, I know. Absolutely. Yeah. All time on the common history, lost Ukrainians and Chechens. Вы знаете, я нашел в Грузии, в архиве нашел документ, проект, который готовился для подписания с Горской республикой Украина о взаимодействии. Я вам обязательно его пришлю, потому что для вас это тоже как бы архивный документ, это очень важно. То есть с этого времени мы понимали, Кавказ понимал, что надо с Украиной иметь связи. И Украина понимала, что Кавказ может явиться буферной зоной между Россией и Украиной. И пока мы не освободим Кавказ, Россия останется империей. Но если даже мы освободим Кавказ, остановим, это уже не империя. И поэтому мы сегодня заинтересовали и американцев, создав комитет по восстановлению кавказских государств. В 1923 году мы это в Брюсселе провели. Я был избран председателем одного комитета. И этот комитет, туда входило в Горскую республику 7 национальностей. И мы сейчас практически вот эту политическую основу мы его создали. Поэтому восстановили, начиная с эпохи 18 года. Еще в Кавказскую войну они были. Вот это на английском языке история. Мы его издали в прошлом году, в 24-м. Там 80-летие депортации чеченцев, 30-летие русско-чеченская война и 10 лет русско-украинская война. Вот 3 экспозиции, которые мы создали, и мы имеем выставку в Европе. Вот эта книга. И вот это Майбек Таран, о чем мы говорили, когда сидеют дети. Там избраны частично материалы по детям, по жертвам нашей этой войны. Чтобы был флаг и кабинет, или там комнаты, 2-3 комнаты, где мы могли бы разместить и работать в постоянной основе здесь. Я вам буду глубоко признателен. Это очень хорошая идея. I think Ukrainian Minister of International Affairs can support this idea if you send letter. We can have it here with your help. I think we can do that. Maybe we do it 21st April to this time. Next point, Kyiv, yes? Yeah. Yes. Tomorrow, after tomorrow, we have a big conference, international conference in Kyiv. Так что это вам... It is for city. О, самое место. Очень здорово.
Украине аду Львов шахару или вقت шахару قزحة جوهر تصرخ أقار حبل أورم إذا تعزل إسباب دوست يالك طولشرا جوهر داخلهم شو حي حبل أورم تاقوكن شيء تا بخبو بدينا هذا حلقة سويت أيضا دولشرا نعلير من تصرخ أورم كلاب أقار أبلسنوي رادنو طلم بنا ليرمنتو وكوكاز يحتوى من كلاب عطوه وكوكاز واش قال تو لاتن بول إسم توام أتصن تيتو جنا تون أورما خيت نقطع جوهر أورما تون تلاخ بوجي لعبك وين طبعا أو ميخل ما دو إسون تاچا أوكرانيا طبعا لاتش الحال أوكرانيا عبيش بوتوام هروي صحي جنا أشو يور حيوش إمبيري بوليتيكا صار حبي أن يقبل إذا جيم قامنش إيش حلقة يسري دوتش إيش شيء إمبيري شواري نتصار يحقق نتصارس طبعا إيش لاتشو عشان ده قزع دوتش منا ويتانش أو تدو يشدو ترجو يشدو ويش خلج أورها ويش دعاء ويش بود اسم قزع دعواش بود زونا أو عبد الحكيمو هرا ويتانا إسكرة حلقة بيرن شو جوجل هو قزع دوتش إسكرة ونوخشو بتشاق إسكرة ويتان أورخليها دحلوير министрал цер структуры подразделения ويتان قزع خلبيش تعت بيلش بو политика ولا ويقين областной ради цани وبيبلين وال بوتا حقير غالي جوجل هو شنت تنقيتك دو إذا دوي بيقول داق إيش تعبالهم هذا Сейчас я скажу на русском языке. Мы находимся сегодня в Украине, это город Львов, западная Украина. Мы находимся на улице Джохара Дудаева. Я хочу рассказать немного об этой ситуации. Как получилось, что здесь улица, место имени Лермонтова начала носить имя Джохара Дудаева. Рада, которая переименовала эту улицу, они провели расследование и выяснили, что не то, что расследование провели, они установили факт, что Лермонтов в свое время был причастен к преступлениям, которые совершались на Кавказе и в частности в Чечне. И поэтому и переименовали эту улицу. Сегодня то, что мы здесь находимся, и те события, которые продолжаются в Украине, это все взаимосвязано и с Чеченской республикой. Империя всегда так и складывалась. Она сначала завоевывала малые страны, малые народы. Вот таким образом она и расширялась. И война сегодня в Украине – это продолжение той войны, которую русские начали в 1994 году на территории Чеченской республики Ичкерия. И поэтому для нас очень важно то, что здесь происходит. И мы со своей стороны прилагаем все усилия. Со мной рядом стоит главнокомандующий вооруженными силами Чеченской республики Ичкерия Абдул-Хаким Ажиев. Это подразделение Министерства обороны. То есть мы, в принципе, здесь восстановили наши вооруженные силы, мы восстановили Министерство обороны. И это для нас очень важно и принципиально, потому что конец Российской империи заложен именно здесь. И в Украине она должна закончиться, потому что она и в свое время и состоялась, и укреплялась за счет того, что она завоевала Украину, присоединив к этой империи и использовала весь ресурс и материальный, и человеческий потенциал. Поэтому сегодня и решается судьба и будущего Украины, и не только Украины, будущего всех колонизированных народов, да и всего человечества. И, конечно же, мы надеемся и рассчитываем на то, что Россия, как империя, закончится именно здесь.